В 1783 году в Санкт-Петербурге был утвержден первый генеральный план Усть-Сысольска, согласно которому центром города должна была стать площадь, впоследствии получившая название Стефановской. Долгое время площадь была просто пустым пространством, главной примечательностью которой была огромная лужа в центре. И лишь в середине XIX века по желанию и на средства горожан здесь начали возводить Стефановский храм, состоявший из пятиглавой церкви и четырехэтажной колокольни. Это был самый большой храм в Коми-крае. Строили его 40 лет. Осветили ее окончательно, верхний этаж Стефановский, только в 1896 году, вот к годовщине, 500-й годовщине со дня представления святого Стефана. И вот тогда эта церковь, которая вообще-то неправильно называется собором она не была по статусу, она была бесприходной церковью, приписанной к Троицкому собору, вот она стала таким архитектурным стержнем города. Это действительно был самый большой храм Коми-края. Он стоял на том месте, где сейчас стоит памятник Ленину, и вот таким вот архитектурным ансамблем. Остальные были частные домишки деревянные вокруг. Церковь простояла недолго. Уже в 1929 году ее закрыли и разобрали. Колокольню же взорвали, оставив на месте храма груду кирпичей. Возвышение к памятнику Ленина, которое идет, это не архитектурные изыски, это как бы такое естественное возвышение, поскольку кирпич весь не разобрали, он так в землю и ушел, зарос травой, и так получилось, что на одном месте выше. В советское время была традиция героев хоронить на площадях. Усть-Сысольск не был исключением. В 1919 году, после освобождения города от белогвардейцев, в братской могиле на площади были захоронены погибшие в боях красноармейцы. На могиле борцов за советскую власть поставили обелиск. Сначала деревянный, затем каменный, на котором была высечена фигура женщины. Это был первый памятник в Усть-Сысольске. Стоял он не посреди площади, а вот как раз на том месте, где сейчас главпочтамт стоит. Когда стали строить главпочтамт, решено было памятник перенести. Но как памятник перенести, дело не хитрое, но уже над могилой стоит. Вот. Я, честно говоря, вот этого не видел, я тогда не был в Сыктывкаре, но вот очевидцы рассказывают, что в принципе-то могила-то не была перенесена, захоронение. Так как-то вырыли небрежно, часть захоронения перенесли вот сюда, а часть так и бросили вот она под фундаментом. Здание на костях не единственная загадка площади. Ее название тоже вызывает вопросы. Стефановская она была поначалу, но уже в 1918 году ее переименовали в Красную. Причем такое решение приняла комиссия по празднованию Дня революции, которая, по сути, не имела права на данную процедуру. Потом она стала юбилейной, это тоже немножко загадочная история, потому что, сколько мне известно, архивисты так и не сумели найти документа, который юридически оформлял бы это переименование. А юбилейной ее назвали, вынужден сказать, что к какому-то юбилею, потому что я встречал самые разные наименования. То к 40-летию Коми АССР, это получается 61 год, 21-61, то ли к 50-летию СССР, тогда это 72 год получается. Традиция отмечать Новый год на площади в Сыктывкаре появилась в 1949 году. Тогда работники и учащиеся Дворца пионеров выступили с инициативой установить на площади, тогда еще она называлась «Красная», новогоднюю елку. Уже в первый год установки елки в первую очередь были установлены фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а снежные фигуры, они менялись. Обычно изображали животных. Чаще всего обитателей Пармы. Каждый год, несмотря на то, какие бы украшения, снежные фигуры не появлялись на елке, обязательно, включая и 1953 год, висели знаменитые плакаты «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». В 1967 году вместо старого, установленного в 1936-м, здесь поставили новый памятник Владимиру Ильичу Ленину. Площадь активно застраивалась. Кроме главпочтамта построили здание Госсовета, администрации главы, тогда еще обкома. Появилось асфальтовое покрытие.
Сначала все торжества проводились в районе Кировского парка, потому что там находилась сначала Народная площадь, потом площадь Революции, да, объединенные площади. Здесь торжества стали проводиться уже в советское время. Здесь проходят массовые гуляния, концерты, майские парады, митинги. Сейчас Стефановская центральная и, по сути, главная площадь города. Но не единственная. По функциональному назначению городские площади делятся на несколько видов. Кроме центральных, есть вокзальные, рыночные, транспортные, площади перед отдельными зданиями и сооружениями. Назначение площади, они могут быть разными. Площадь там перед железнодорожным вокзалом для стоянок, для пассажиров, приезжающих и уезжающих. Если это площадь центральная, Стефановская, то это носит, наверное, официальный статус. Это республики и столицы для проведения каких-то мероприятий городского и республиканского характера. Площадь, у нас вот здесь есть еще площадь перед стадионом, в основном используется чисто для красоты. У нас есть два документа развития города для застройки. Это генеральный план города и правила землепользования. Так вот, в правилах землепользования сегодня у нас официально фигурирует 18 площадей. В 1953 году был составлен новый проект планировки и застройки Сыктывкара. Он менялся и дополнялся. В 60-е годы в его основу была заложена задача подчеркнуть значимость главной улицы города – Коммунистической. На протяжении 3 километров от набережной Сысол до железнодорожного вокзала она предстала в проекте как анфилада площадей, нанизанных вдоль всей улицы. Первой площадью должно было стать пространство, в народе именуемое «Вечный огонь». До войны здесь стояло здание республиканского военкомата, откуда в 1941 году сыктывкарцы уходили на фронт. На месте военкомата было принято решение возвести мемориал в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны. До этого времени мемориальный комплекс фамилиями героев находился в Кировском парке. Кроме памятника скорбящих женщин, в 90-е здесь планировали поставить часовню и еще один памятник солдатам, павшим в последних войнах. Но, как видите, этот проект полностью реализован не был. То есть 2 памятника стоят, но они как бы сами по себе открыты. А такой стержневой перспективы не получилось. И сейчас это, по сути дела, это площадь памяти. Потому что 9 мая и 22 июня сюда приходят люди. Многие ищут своих родных, кладут цветочки к своим фамилиям, своих предков. Но официального названия она, по-моему, не имеет. Площадь перед театром, площадь с фонтанами или площадь с Куратовым. Так в народе называют это пространство в центре города. Хотя с 2007 года оно носит официальное название – Театральная площадь. Впрочем, до этого она тоже не была безымянной. Но про площадь Ломоносова мало кто из горожан знал. Почему возникла идея назвать ее площадь имени Михаила Васильевича Ломоносова? Я, конечно, точно сказать не могу, кому эта идея пришла в голову. Но она связана с тем, что рядом находится здание Коми-научного центра, тогда Коми-филиала Академии наук СССР, именно Институт биологии. То есть как-то так связанный с деятельностью Михаила Васильевича Ломоносова, хотя вообще-то он в основном химиком был. Тогда здесь не было ни здания театра, ни памятника Куратову, только сквер со скамеечками. Но деревья вырубили несколько лет назад и открыли эти самые фонтаны. За последние 10 лет в городе появилось еще несколько площадей. Перед зданием собора Стефана Пермского – Соборная площадь. Пространство в районе конечной остановки 18-го автобуса получило имя Героя Советского Союза Николая Габова. До войны здесь стоял дом его родителей. Троицкую площадь в микрорайоне Давпан назвали в честь будущего каменного Свято-Троицкого храма. Ее строительство начнется уже летом. У нас в свое время в городе был Свято-Троицкий храм, но во время того безбожного времени храмы были порушены, и владыка Петерим благословил здесь, в этом месте, строить Свято-Троицкий храм. Было много заявлений от жителей этого района, чтобы в этом районе построен храм. Потому мы его здесь именно, администрации города была выделена территория
площадь для строительства этого храма в 2004 году еще. И даст Господь, что будем обращаться к людям, к жителям города и в разные организации по мере своих сил, чтобы нам помогли в этом богоугодном деле. Сейчас здесь пока стоит одна деревянная церковь Смоленской иконы Божьей Матери. И еще площади, у которых нет названия, но есть функции – автомобильные стоянки, места для торговли и просто отдыха. Возможно, и они со временем получат свои названия. Площади всех видов имеют право на благоустройство и имя. Впрочем, площади не только появляются, но и исчезают. Так, пространству перед бывшим зданием кинотеатра «Парма» и торговым центром «Калевала» не было суждено ни получить своего названия, ни остаться площадью. Несмотря на протесты горожан, здесь построили торговый центр. Но это, пожалуй, единственный пример нелогичного решения, которое пошло вразрез и с генеральным планом города, и с мнением горожан.